Они вместе освобождали Крым с двух разных направлений и встретились только под Севастополем при штурме Балаклавы. Илья Махначевский сначала не поверил своим глазам. Не может быть! Неужели Алексей из Якутии, из родного Мегино-Кангаласского района? Леха Тимофеев! Земляк обернулся, и в следующее мгновение они горячо обнимались, хлопая друг друга по плечам. Завтра, 27 апреля 1944 года, бой за Балаклаву. Они долго сидели, курили, вспоминали родные места. В Якутии уже тепло, снег почти везде растаял. Наверное, солнце уже рассыпало по полям множество своих маленьких солнышек, подснежников. Казалось бы, что может связывать наш суровый северный Якутск с далеким южным Севастополем? Вроде бы ничего, а на самом деле многое из глубины веков. Это якутский полк, бесстрашно воевавший в первую оборону города в Крымской войне 1854-55 годов. Это и улица Якутская, названная в его честь более 100 лет назад, и подводная лодка «Лароса», которая служит России на Черном море благодаря шефству нашей республики. А главное братство на крови, участие якутян в битве за город русской славы в Великой Отечественной войне. 96 сынов земли якутской сделали здесь свой последний вдох. Нам нужно было найти могилы якутских солдат. И помогли в этом руководители объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко и Александр Запорожко. Они радушно приняли нас у себя дома, и мы вместе искали места захоронения наших земляков, сопоставляя привезенный список с объединенной базой данных, книгами памяти и другими источниками. Мы слушали взволнованный рассказ Александра, как они занимаются этим благородным и нелегким делом много лет, как раскапывают места кровопролитных боев до сих пор, как проваливается при раскопках рука, и порой не понять, чего в траншеях больше – человеческих костей или сырой земли. Поисковики мечтают, чтобы все, безвестно канувшие, обрели свои имена и вечный покой. Есть такое поверхностное понятие патриотизма. Где-то покричать, помахать флагами, там, я за это, я за то. А есть настоящие патриоты, которые всю свою жизнь посвятили какой-то теме, связанной с Отечеством, связанной с его людьми, с его историческими деятелями, событиями, в том числе и с Великой Отечественной войной. Все-таки согласитесь, что Великая Отечественная война и до наших дней – это наиболее яркие страницы действительно патриотического духа русского человека, советского человека. Это один из районов Севастополя – Балаклава. А вот на месте этих виноградников шли ожесточенные бои, и после освобождения Балаклавы наши войска пошли на штурм Сапун-горы. Там Сапун-гора, а за ней Севастополь. И мы сейчас едем в Балаклаву. Там 27 апреля 1944 года погиб рядовой отдельной Приморской армии наш земляк Алексей Николаевич Тимофеев. Там он захоронен в братской могиле. Это Марина и Александр помогли нам установить, что наш земляк из Мегино-Кангаласского района захоронен в братской могиле возле школы на восточной окраине Балаклавы. Даже место и ряд указали. В срочном порядке мы заказали и установили памятную плиту нашему воину. Как положено, поставили фронтовые 100 грамм и угостили героя якутскими оладьями. А родную землю рассыпали по братскому кладбищу с благодарностью всем, кто не дожил до победы. Еще 6 воинов-якутян мы нашли в другой братской могиле под Севастополем. Мы договорились с Мариной и Александром, что они попытаются отыскать места захоронения всех якутских героев по нашему списку. Тогда у родных и близких из Якутии появится надежда поклониться им на крымской земле. И, может быть, когда-нибудь в Севастополе гордо вознесется к небу якутский мемориал, на котором будут высечены имена всех, кто не вернулся домой. Бой за Балаклаву был страшным. Фашисты сильно сопротивлялись, но отступили. Короткая передышка. Илья взял с собой побольше табаку, чтобы встретиться с земляком. Долго искал его. Нашел. Алексей лежал с пробитой грудью. «Леха, Леха, вставай! Проснись!
Илья трепал его за плечи. Из глаз капали скупые мужские слезы. Еще в Севастополе нас не покидала одна мысль. Но неужели во всей Якутии не осталось живых хотя бы одного героя-севастопольца? И после долгих поисков мы нашли его, Илью Аполлоновича Махначевского, в поселке Балыктах Мегино-Кангаласского района. Ему 91 год, но выглядит по-боевому. Он штурмовал Сапун-гору и участвовал в уличных боях в Севастополе. Воевавший в составе 4-го Украинского фронта, после Севастополя прошел с боями Болгарию, Румынию, Австрию. Стрелок-пехотинец Илья Махначевский получил 3 тяжелых ранения, но остался жив. В том же районе, в маленьком поселке Петровка, мы разыскали родных Алексея Тимофеева, могилу которого нашли в Балаклаве. Его племянники, Матрена, Александра и Владимир, встретили нас очень искренне и трогательно. Мы держали в руках довоенные фотографии Алексея, потрепанные временем письма и похоронку. А теперь они знают, что у их дяди Алексея Николаевича Тимофеева есть свое вечное место на земле, за которую он отдал жизнь. Героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблести поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто враг верный. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Глаза молодых солдат с фотографией увядших глядят. Это взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солдат не обмануть, ни судить сверху.
Присоединяйтесь и участвуйте в новых форматах «Бессмертного полка». Празднично оформить портрет можно на сайте Бессмертного полка России polk.rf.ru. Прикрепите портрет ветерана на заднее стекло автомобиля или разместите его на одежде, а 9 мая замените свой аватар в социальных сетях на портрет героя вашей семьи. Пусть в День Победы наши герои будут с нами.